Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Наталья Нейковчина. Я приветствую вас из центральной студии канала «Регионал». В современном мире новый социальный стандарт поведения определяет место и общественное назначение женщины. Сегодняшняя женщина независима во всех сферах жизни. Она самостоятельно планирует собственную жизнь, получает высшее образование и право на трудовую деятельность. Сама решает, выходить ли ей замуж или жить в гражданском браке. Женщина научилась быть еще красивее, благодаря новым медицинским технологиям. Она стремится идти в ногу со своей бурной эпохой бесспорного прорыва в истории женщин. Женщина научилась быть не только мудрой, но и умной. Все в существовании женщины стало предметом выбора. Ей не запрещается ни один вид деятельности. Никто ничего не принуждает ее заниматься определенным местом в социальной среде. И наша тема сегодня – роль женщин в современном мире. У нас в гостях Анна Селина, почетный председатель Консилиума женщин Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. Здравствуйте, рады приветствовать вас у нас в гостях. И Юлиан Филипп, поэт, художник. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в гости. Наша передача ведется в формате телемоста. Сегодня у нас на связи студия АТВ города Камрад и моя коллега Ольга. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, своих гостей. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, уважаемые телезрители. В преддверии прекрасного женского праздника 8 марта в студии АТВ сегодня у нас собрались гости. Это прекрасная половина человечества и цвет нашего региона Гагаузии. Позвольте мне их представить. Это Наталья Димча, специалист информационно-аналитического отдела Народного собрания Гагаузии, автор многих творческих работ. Здравствуйте, Наталья. И Ольга Унгуряну, директор художественной галереи Гагаузии. Здравствуйте, Ольга, благодарим за то, что пришли, откликнулись на наше приглашение. Наталья, мы готовы с вами обсудить сегодня тему «Место и роли женщины в современном социуме». Госпожа Селина, давайте составим портрет современной женщины. Вы знаете, сегодня женщина очень сильно отличается от тех женщин, которые более 150 лет впервые вышли на улицы. Вы знаете, это зарождалось в Америке. И по решению Первого конгресса женщин из 17 стран был обозначен Международный день. Лозунг женщин был борьба за экономические, социальные и политические права. Сегодня я должна сказать, что женщины нашей страны не обделены в плане законодательном, юридическом, не имеют каких-то ограничений именно по этим вопросам. Но есть реалии выполнения тех законодательных нормативных актов, которые приняты в нашей стране. Хочу сказать, что современная женщина, она, конечно, более подготовлена, она в той сфере, в которой она работает. Как правило, наши женщины достаточно высокого уровня образованности, именно по высшему образованию. Наши женщины достаточно осведомлены о своих правах. Наши женщины не потеряли чувство материнства. Наши женщины стремятся к продвижению по службе, к участию в государственных делах. Вот я бы так сказала, что сегодня женщина наша достойна поручений ведения любого участка работы во имя того, чтобы страна развивалась, чтобы в семье было благополучно, чтобы росла достойная смена. Вот мы создали такой прекрасный портрет женщины. Но скажите, существует такое мнение, что женщине, девушке самостоятельно невозможно продвинуться на высоты бизнеса, допустим, все равно нужна какая-то спина и поддержка. Вы согласны с таким мнением? Я согласна с этим, согласна и с тем, что женщины в бизнесе, они достаточно успешны. Я хочу сказать, даже у нас есть прекрасные женщины в Кагуле, Бельцах, в Ханчештах, которые возглавляют предприятия. В основном это предприятия с иностранным капиталом, это предприятия, которые по заказам иностранных фирм производят товары для населения. Но, как правило, эти товары те же фирмы реализуют в своих странах. Но эти наши женщины развивают бизнес
и на местный рынок. Поэтому я хочу сказать, что сдерживающих факторов много, конечно. Но там, где женщина руководитель, как правило, предприятие работает более успешно. И в этом плане мне особо хотелось бы назвать кагульское предприятие «Трикон». Его марка очень высоко поднята. Ежегодно они получают и знак качества, и марку года. И директор предприятия Андреева Валентина Ивановна, она награждена орденом Республики. Это высокая оценка. Но, на мой взгляд, все равно женщины не продвигаются у нас ни в органы, принимающие решения, С чем это ни связано? в бизнес. Я думаю, что во многом это еще менталитет мужчин, которые большей частью у нас в парламенте, правительстве, ведь единицы. Даже в нынешнем составе парламента женщин чуть меньше, чем в предыдущем составе, в правительстве их единицы. Я думаю, что женщины заслуживают большего. Нужна какая-то, может быть, воля. Я не могу сказать, что государство не делает ничего для женщин, потому что в 2000 году с нашим участием профсоюзов был подготовлен и принят очень важный закон о равных шансах мужчин и женщин. Но, тем не менее, вот сейчас, вы знаете, некоторые неправительственные организации выступают под лозунгом 50 на 50, хотят бороться, чтобы в парламент было больше женщин. Я думаю, что это обосновано, но тогда, когда вот мы участвовали тоже в таких же акциях и просили, так некоторые мужчины из предыдущего руководства говорили, ну, наверное, они себя слабо проявляют. Нет, я считаю, что нужна большая воля государства для продвижения женщин. Спасибо. Господин Филипп, вот вы как мужчина, как считаете, первостепенная задача женщины кем быть? Матерью, женой, любовницей или, может быть, бизнес-леди? Красиво все. Я думаю, что по большому счету и женщина должна быть самим собой. Это главное, если чувствуешь свое вот это ядро, я, значит, ты дошел до ступени, где и равновесие, и угол понимания и видения мира то, что надо. В каждом отрасли, поскольку мой сегмент – это творчество, это так прекрасно, чтобы так арифметически 50 на 50% в Союзе писателей, или среди художников, или среди докторов наук в академии, мы все в поиске очень талантливых людей. Если я из Софии, моя деревня, и из Софии прекрасная писательница Лидия Истрати, покойная, которая была и прекрасная парламентерша. Да. Другая писательница из Софии Валерия Грошу, да, тоже покойная. Боже мой, все мужчины им аплодировали стоя. Это не значит, что, поскольку они очень равноправны с мужчинами, была и полемика, когда делаешь абстракцию того, что перед тобой леди, то есть говоришь аргументами данной отрасли, тем паче в парламенте или в других. Но должны каждый проявлять себя. То есть это связано и с риском этого поля, где ты проявляешь. И вот когда тебе все аплодируют, и тебя только 24 года, и вроде все нормально и пишется, или работается, но самый раз произошла вот эта встреча с ним, ее с ним, и вдруг она поняла, что приоритет хотя бы вот на этом сегменте он, и вместе с ним, карьера. И вместе с ним вот этот дом, который предполагает обязательно хотя бы одного ребенка вот последующие 2 года, а если и 2, тем паче. И вдруг возникает вот такой отпуск. Такой отпуск, и со сцены она отсутствует, где очень хорошо зашла. Я думаю, что никто не
обвинит ее, что Она она выбрала своим семью. даром, но очень одаренная, очень талантливая, но она для себя решила, не надо упустить вот этот сегмент, когда и мужика видишь хорошо, трезво, и этих детей будешь рожать здоровых и прочее. Кто помешает женщине так распорядиться своей жизнью и своим временем? Так что это перспектива и биологическая, и вот этой демократии, которую надо так воспринимать. Я, допустим, когда попал в Швецию, потом в Дании, и для себя выяснил, что там вот это арифметика, это статистика, 50% в парламенте и там, женщина 50%. Это, как у вас получается, ребята? Дай Бог, чтобы у вас были столько талантливых женщин, и мужчин тоже, и мужчин. Но как просеять вот все это? Позвольте с вами согласиться во всем том, что вы сказали, роль женщины в семье очень важна, но не соглашусь я с вами в том плане, вот в парламенте. Я не говорю, что это должно быть 50, но не могу согласиться с тем, что надо женщине самой проявить себя. Сегодня, вы знаете, в парламент идут по партийным спискам, и очень важно, а сколько их женщин включили. Поэтому с этой, я понимаю, если бы это было каждая женщина по одномандатному округу, я понимаю, что от нее зависит. А когда по спискам, я думаю, сдерживающий здесь момент есть. Я с вами согласен. Вот эти списки партийные и вот эта вся работа выезда и прочее, женщина согласна участвовать, но можно поближе к дому, чтобы вот когда будут эти собрания, мне можно вокруг дома, поскольку и ребенок, и муж, и возникают вот эти... Проблемы, которые заставляют женщину все-таки повернуть назад. Вылететь из списка, да. Да. Вот как вы считаете, вот в Молдове действительно существует такая тенденция, что оклад у женщины меньше, чем у мужчины. Вы считаете, что это несправедливо или это все-таки норма жизни? Хочу вам на этот вопрос немножко так в другом ракурсе ответить. У нас прямых таких примеров, чтобы женщина и мужчина, занимая одинаковую должность, получали меньше зарплату, такого нет. Но заработная плата женщин в целом по Национальному бюро статистики где-то на 20% меньше, чем у мужчин. Но почему? За счет того, что более 26% занятых женщин на неквалифицированных работах, на непрестижных профессиях. Конечно, престижно и учителем быть, и быть доктором, и в культуре, но именно в этих отраслях меньше всего получают, а женщин в этих отраслях больше всего. Поэтому я считаю, что проблема равной зарплаты мужчин и женщин, она актуальна. Актуальна, но с точки зрения уже и государственного подхода. А может быть, недооценивается труд учителя, врача, работника культуры. Вот в чем главная проблема сегодня. Спасибо. Господин Филипп, как вы думаете, какую женщину можно назвать хозяйкой судьбы? Во всяком случае, не феминисткой. То есть здесь уже был перелет. И восприятие равноправия должно не так агрессивно регулировать отношения между мужчиной. Все исходит от каждой конституции. Есть женщина, которая очень нуждается вот в это чувство, что этот локоть, это плечо мужское, поддержки, опоре надежное. И вот то, что мы говорим, слабый пол, феминизм, вот эта мягкость женственная, ой, как она не мешает, ой, как она приятная, как дефицитна сейчас, поскольку наша реальность такая жесткая, что чуть-чуть потрясла женщина. Это не обязательно от нее исходит, но от общества окружающего. Но она должна обережать вот эту данность, потому что
прекрасно. Женщина – это прекрасно. И эта прелесть включает в себя и вот это ее, только ее. Мужчина, когда выглядит так по-женски, нехорошо. Даже мы, если в Европе чуть-чуть очтились, и вот эта смена сексов, кстати, очень современно. Да, там, в Европе. Можно Да, мне конечно, пару слов конечно. по этому вопросу добавить? Я что хочу сказать. Вы правы в том, что состояние женской души и ту нежность, которую ждете вы, мужчины, во многом зависит от ее благополучия. Вы посмотрите, сегодня в стране до 50% женщин занято неформальным трудом. Что такое неформальный труд? Это уличная торговля, это работа на какого-то частника, неоформленные индивидуальные договора, это не полностью выданная заработная плата. И кончается это тем, что не только сегодня ей не хватает средств, но все деньги, которые она получила в конверте, и работодатель ушел от выплаты налогов в социальный фонд, и благодаря этому кто-то из детей недополучил пособие, а потом приходит время, когда она уходит на пенсию, и тоже уменьшена ее пенсия, она чувствует себя ущербно. Поэтому состояние женщин во многом зависит от того, каков ее статус. И мы очень рады, что мы сегодня устремлены в Европу, и у нас много очень хороших подвижек в этом плане. Но однозначно можно сказать, что женщина сегодня, статус женщины во многом определяет уровень демократичности общества. И если мы не создадим женщине условия, чтобы она была так нежна, как вы желаете, мужчины, чтобы она была обеспечена и не волновалась за завтрашний день детей, она безусловно будет такой. У нас как раз сейчас есть возможность узнать, как дела у женщин на юге. Ольга, передаем вам слово. Спасибо, Наталья, за такой конструктивный диалог. Гости нашей студии также считают, что наш мир был бы неполным, незавершенным без женщины. Многие придерживаются мнения, что мир просто не смог бы существовать без женщины. Как черного не бывает без белого, как тьмы не бывает без света, как добра не бывает без зла. Так и мужчина не может обойтись без женщины. Чего же хочет женщина и какова ее роль в современном мире, мы попробовали выяснить на улицах Камрата. Просим операторов центральной студии включить сюжет с опросом. Какова роль женщины в современном мире? Этим вопросом человечество задавалось всегда. А в сегодняшнем мире, в мире технологий, прогресса, открытий, эмансипации и феминизма, этот вопрос стоит наиболее остро. Так какой же должна быть современная женщина? Как понять, в чем заключается смысл ее жизни в семье, в обществе? Ну, ее роль, наверное, недооценена, но фактически она достаточно велика. Как спокон веков оберегать и поддерживать семейный очаг. Значит, женщина играет, я считаю, в обществе второстепенную роль. Первостепенную всегда играет мужчина. В доме, если взять, женщина всегда должна оставаться женщиной. Это мать, мать детей, рожать и смотреть, и все остальное. Я вижу, что на сегодняшний день женщина начинает занимать активную позицию не только социальную, но и политическую. И это не может не радовать, это нормальная тенденция. Но, конечно же, традиционно мы видим женщин как хранительниц наших очагов семейных. И я считаю, что это замечательно. Конечно же, мы живем в обществе, где равноценно относимся и к мужскому, и к женскому полу. И хотелось бы, конечно, чтобы больше женщин, они вовлекались более активнее в общественную, политическую жизнь Молдовы, Гагаузии в том числе. Многие признаются, что понять женщину не так уж и просто. Это один из самых сложных вопросов. Многие величайшие мужи в истории человечества пытались дать на него ответ. Однако так и не смогли это сделать. Даже если их попытка была успешна и истина слегка приоткрывалась, то в этот момент они сталкивались с другой сложностью. Как это объяснить другим, как донести им свое понимание? Не так важны эти подарки и деньги, когда участие, какая-то помощь. Не знаю, я по себе сужу, по своему окружению, думаю, что так. Самый лучший подарок, мне кажется, это цветы. Это все говорят, мне кажется, цветы, больше ничего и не надо. Подарки – это не главное, чтобы были рядом и любили, я так думаю.
конечно, для каждой женщины очень ценно и важно быть любимой, чтобы она была окружена семейной заботой, уютом, теплом и, конечно же, любви, взаимопонимания. Принято считать, что женщина – хранительница очага, что она должна воспитывать детей, создавать тепло и уют, чтобы сделать дом тем местом, где все всегда счастливы, куда хочется возвращаться и где хорошо. Уважаемые гости, вот как считают жители нашего города на наших улицах, которые согласились ответить на вопросы. Наталья, я хочу вас спросить, а какую точку зрения о роли и месте женщины в обществе разделяете вы? Вот господин Филипп говорит, что для женщины главное быть самой собой. Что для вас значит быть самой собой? Ну, лично для меня главное быть самой собой – это быть лучше, чем вчера. То есть добиваться с каждым днем все больших и больших успехов и радовать успехами прежде всего себя и тех людей, которые всегда меня в этом поддерживают. Осмелюсь не согласиться с теми мнениями, которые прозвучали на улицах нашего города. Все-таки на сегодняшний день, учитывая то течение обстоятельств, событий и само время, в котором мы живем, невозможно нам, современным женщинам, оставаться просто хранительницами домашнего очага, растить детей, воспитывать и сохранять этот очаг. На сегодняшний день, владея тем объемом информации, который мы получаем, теми возможностями, которые на сегодняшний день дает нам наше современное общество, мы не можем просто сидеть у костра, варить в чугунке еду и воспитывать детей. На сегодняшний день мы прежде всего личности, многогранные личности. У нас есть порывы к творчеству, порывы принять активное участие в общественной жизни нашего общества, в политике. Могу сказать, что вот господин Филипп отметил, что в Швеции в парламенте 50/50, ну, там Европа, гендерное равенство процветает, но в нашем парламенте гагаузском тоже есть активная женщина Наталья Шошева. Да. Пока одна, но уже это о многом говорит. Ласточка. Да, среди 35 депутатов вот она единственный депутат-женщина. Вот. Ну и кроме этого наблюдается в политической жизни нашего региона другая активная деятельность наших женщин. И могу сказать, что и современная жизнь нам подарила возможность, допустим, облегчила наш быт и тем самым увеличила время для того, чтобы мы посвящали себя, опять же, повторюсь, творчеству и другим видам деятельности, которым мы стараемся успешно заниматься. И хочу сказать, что нужно отдать должное нашим мужчинам. Они всегда поддерживают нас, подбадривают, и благодаря их поддержке нам, современным женщинам, хочется выглядеть не только женственными, не только прекрасными, но еще и, скажем так, надежными. Предприимчивыми. Да. Наталья, как в обществе с таким вот своеобразным менталитетом, сейчас мы смотрели сюжет, как в таком обществе воспринимается и чувствует себя представительница прекрасного пола, подобная вам, яркая, активная, смелая? Ну, о себе как-то говорить не скромно. Как вы себя ощущаете среди мужчин? Ну, с вашими ценностями, с вашей активностью? Среди мужчин я всегда себя ощущаю женственной. Потому как, встречая взгляды мужчин, я понимаю, что я ощущаю себя всегда женщиной в окружении мужчин. Опять же, за что, я говорю, нужно им отдать должное. Ну, в принципе, я думаю, это главное. Потому как сказала классик Марина Цветаева, быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство. Значит, я героиня. С чем вас и поздравляю. Спасибо. А случалось ли сталкиваться с неприятием своих идей только из-за того, что вы женщина? Нет, мне никогда такого не приходилось встречать в своей жизни. То есть на сегодняшний день могу сказать, что даже
в коллективе, находясь вот Никакой среди мужчин дискриминации. и женщин, да, дискриминации нет. То есть коллеги, у каждого свое мнение, независимо от половой принадлежности. Нет. Это отрадно слышать. Ольга, скажите, пожалуйста, а вы как считаете, что сегодня хочет женщина и что может ей дать мужчина? Ну, знаете, самое интересное, вот мы уже столкнулись по блицам, и вот с разговором с Натальей, мы все-таки живем в Гагаузии, где у наших все-таки мужчин более азиатский менталитет. И поэтому уже много веков, наверное, вот гагаузы живут более 200 лет на территории Молдавии, все равно сохраняется это все. Тут женщины все разные абсолютно. Кто-то получает самореализацию в семье, воспитывая детей, окружая любовью собственного супруга. Я считаю, это нормально, это здорово. И это должно быть, потому что все-таки первоначальная роль женщины – это быть матерью и супругой. Но если у нас очень много ярких личностей, которым буквально тесно в четырех стенах, и поэтому они систематически стремятся к развитию. Поэтому это здорово, что в каких-то либо отраслях женщина реализовывается. Медицина, там, где будучи там, педагогика или политика в том числе, или искусство. Поэтому каждый должен себя реализовать и оставить хороший след просто после себя, не черное пятно какое-то. Пусть это будет в детях, пусть это в поступках будет, пусть это будет в мыслях. Поэтому самое главное – это внести в этот мир что-то хорошее. Я думаю, что женщины у нас все-таки большая часть населения на планете, и мы должны в первую очередь украшать и дополнять этот мир своей внешностью, своими там интеллектуальными какими-то данными. Ну, там женщины все разные, даже вот я работаю больше все-таки с людьми искусства, с женщинами, и даже вот женщин талантливых не меньше, между прочим, чем мужчин, но мужчины доминируют, потому что все-таки любая область, она требует большей самоотдачи, а семья все-таки быт зачастую он затирает женщину. У мужчин больше возможностей, конечно, сделать карьеру. А дети, те же вы сами сейчас ребенка со школы, допустим, только привели. Естественно, это требует огромного времени, те же декретный отпуск много сил и времени забирает. Поэтому если женщина способна совмещать, допустим, семью и творческую деятельность или политическую какую-либо, это здорово, например. Она, вот, я уже говорю, как есть творческие женщины, которые просто-напросто заканчивают институты, и они уходят куда-то, потому что их затирает семья. Есть женщины, когда они мобилизуются, и умудряются совмещать и работу, и быт, еще что-нибудь вдобавок именно. Они гиперактивные такие, поэтому им нельзя просто-напросто их ограничить кухней, да. Церковью, детьми. Здорово, то, что они самореализуются у нас, и вот мы уже говорили, уже недавно мы с вами сталкивались на открытии нашей экспозиции, у нас 8 лет в галерее. Извините, я как раз вот хотела спросить, что на этой неделе прошла выставка творческих работ, именно творческих работ женщин, приуроченная к 8 марта. Могли бы вы нам сказать, чем, по вашим наблюдениям, творчество женщины отличается от творчества мужчины? Есть ли вообще какие-то отличительные особенности? Ну, на эту тему даже хочется очень подробно поговорить, потому что идея возникновения этих выставок у нас возникла где-то лет 7 назад. Почему она возникла? Очень много женщин, они на фоне мужчин затирались, и они боялись на каких-то общих выставок, именно в нашем регионе, я имею в виду, выставлять свои полотна, потому что вот их там, ты там рисовать не умеешь и так далее, и так далее. Поэтому у нас выставки начинались буквально, все педагоги наших художественных школ, начиная с 5 женщин, это Читалунга, Вулканешская, Камрадский регион, буквально силой вытягивали, и вот они начали встречаться, начали общаться. У нас сейчас привлекается очень много молодежи именно в эту сферу, и уже появляется стимул. И очень-очень большой карьерный рост у наших женщин виден, потому что то, что было там 6 лет назад, та живопись, та графика, это было относительно очень слабо. Но сейчас уже уровень вытягивается и более-менее уже, ну, конечно, там... Как раз хотела спросить, есть ли какое-то отличие, да? Конечно, есть и плюсы, есть и минусы, но задача в первую очередь это стимул женщины. Конечно, женская психология очень сильно отличается от мужской, потому что женщина наиболее, она эмоциональна, она наиболее такая, может даже где-то капризнее, где-то все-таки чувственнее мужчины, потому что у мужчины абсолютно другая психология. И картина женскую рядом поставить с мужской отличается. И вот эти наши выставки все как не заходят, очень много
красок, очень много цветов. Это в основном натюрморты, это пейзажи. Именно всплеск цветовой, эмоциональный такой. Поэтому заходишь, как будто получается в оранжерею, куда ты заходишь, а не в галерею. Поэтому очень абсолютно разная психология. У мужчин больше, наверное, где-то женские образы проявляются в картинах, где-то там что-то, более цветовая гамма сдержанная, а женщина более, у нее там больше быт, там где-то детство. Да, выплеснуть экспрессии да, свои. Да, больше вот такого плана. Скажите, работы. Ольга, на ваш взгляд, что сегодня побуждает современную женщину к творчеству? Ну, я думаю, во-первых, все равно есть какой-то процент людей, для которых творчество – это способ самовыражения. Это самое главное, потому что если в тебе что-то есть, какой-то внутренний мир, внутренний багаж, ну, то, что ты можешь сказать, то для этого нужно творить. Творить не только, я имею в виду, это изобразительное искусство, но это и писательская деятельность, это и музыка, это может быть танцы, и любая область. Поэтому это просто способ самовыражения и смысл жизни. Потому что если это не нужно этому человеку, особенно женщине, то лучше туда не лезть. Потому что это не довольно, это особенно область искусства, это довольно-то в наше время очень неблагодарная область. Она не сильно, особенно в нашем регионе, но я знаю, что это и по Молдавии, в общем, она не сильно хлебосольная такая. Поэтому в основном все происходит на голом энтузиазме абсолютно. И ну, наверное, какое-то душевное удовлетворение. Конечно, внутреннее удовлетворение. Окупается потому этим, что в этом да? году вот не хотелось мне организовать женскую выставку, но мы, конечно, позвонили, сказали, мы хотим. Мы год не виделись, и мы хотим видеть наших коллег, увидеть, да? Что они там делают. Потому что идет какая-то внутренняя конкуренция, потому что как я могу быть хуже, чем она, или она, или она. Угу. Это тоже хорошо. Характерно для женщины, да? Конечно, конечно. Это, и они готовятся, где-то принаряжаются, там, хотят выглядеть получше, там, где-то причесочку пойдут сделать и так далее. Скажите, пожалуйста, Ольга, вот у вас в вашей выставке также можно было посмотреть творческие работы Натальи. Да, вот вы знаете, мы то, что привлекаем, у нас получается именно женщины в искусстве. Поэтому где-то мы действительно втягиваем в наши ряды не только профессиональных художников, но и именно мастеров народного промысла, потому что более расширенная у нас выставка, это и декоративно-прикладное искусство идет, и народное творчество, то мы в этом случае, вот Наталья, она у нас вот как она сейчас человек, немножечко расскажет да, нам она занимается о своем творчестве. Да, ну вот я немножко хочу сказать, что мы даже вот позволяем себе выставлять вышивки, но вышивки не идут по готовой канве просто, а именно творческие работы, когда там у нас женщина, допустим, юрист по образованию, но она сама рисует, сама подбирает полностью цветовую гамму этой вышивки, у нее уже не вышивка просто, а уже картина-вышивка, потому что это авторское произведение. Вот и Наталья тоже, она, по-моему, фантазирует постоянно что-то такое интересное. Что интересного у вас есть из ваших работ? И самая любимая работа? Ну, самая любимая моя работа это стал букет невесты, когда я вот готовила для свадьбы, и очень приятно, что моя работа стала не просто участником выставки, не только выставку украсила, но и сопутствовала счастливой жизни и стала началом счастливой жизни молодых людей. Вот это на сегодняшний день для меня очень символично и стало одной из главных моей работы. Хотя я уже ее не вижу, потому как отдала невесте букет. Но все равно приятно. А что заставляет творить, наверное, вот как Ольга выразилась, стремление самовыразиться, потому как внутри богатый мир, который уже у тебя внутри не умещается, и хочется уже его выражать вот в подобных вещах, как некоторые рисуют, ну а у меня вот возникла тяга к бисероплетению. В частности, что я делаю, это объемные композиции, объемные работы из бисера. Те люди, которые, рассматривая работу, понимают, какое количество бисеринок туда вложено, говорят, как тебе хватает терпения? Я говорю, а я наслаждаюсь. Вот мне нравится. Вот сесть и начать вот это. Да, вот начать работать с бисером, уйти полностью туда и мыслями, и чувствами, и эмоциями. И каждую работу свое настроение. Да, обязательно. Это прекрасно. Студии АТВ за участие в нашей сегодняшней передаче. К нам присоединилась госпожа Бастан, Дарья Бастан, председатель Женского совета Федерации Агроинсинт. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня женщина подвергается в современном обществе дискриминации?
Во-первых, я хочу сказать, что 8 марта – это не только праздник весны и праздник женщин. Это день, когда женщины должны защищать свои права социальные. Женщины, когда они должны требовать, чтобы их жизнь стала лучше. Если говорить о женщинах села, я хочу сказать, что дискриминация женщин в селе очень большая. То есть в региональных областях существует дискриминация? Потому что женщинам? Первый, который лишена женщина, это право на труд. Я имею в виду на легальный труд тех женщин, которые заняты на работах в сельском хозяйстве. Сегодня осталось очень мало экономических агентов, где женщина могла бы работать легально, чтобы она получила все то, что ей принадлежит. Основная масса женщин работает в неформальном труде. Или, как сказать, кузила. Отработала день, получила 100-150 лей, и все. Она лишена и пенсии, и абсолютно всем. Я хочу сказать еще о некоторых вопросах, о которых, начиная с октября месяца, женская организация Агроинсинда или сельского хозяйства подняли абсолютно на все уровни нашей республики. Мы собрали 10 тысяч подписей ко дню День женщин из села. Вот 15 октября отмечается Всемирный женский день села труда. И к этому дню мы собрали со всех районов республики 10 тысяч подписей под декларацией. И эту декларацию, это наши требования, мы выдвинули лично премьер-министру, лично председателю парламента и каждому депутату в отдельности. Мы проводили флешмоб, и каждый депутат парламента получил вот эти наши требования. Эти требования мы к тому времени выступали против того, чтобы поднять медицинское страхование на 1%. Мы требовали и продолжаем, и в дальнейшем это будет второй этап, чтобы делали изменения в законе Республики Молдова о социальном страховании, чтобы женщины на рождение ребенка дали 5000 лей. Это самое минимальное, не 3100, не на 500 лей. Потому что, смотрите, сегодня на базаре в последние 2 недели, насколько выросли цены на все. Поднялся там на несколько процентов доллар или евро, а цены поднялись на 20-30%. Скажите, пожалуйста, существует сегодня какое-то наказание, вот действующее законодательство предусматривает наказание за вот эту дискриминацию женщин в регионах? Нет, никто не носит никакое наказание. Женщины с детьми, женщины беременные, никто их не принимает на работу. Скажите мне, пожалуйста, а государство наше думает о будущем этой страны, когда они установили 300-400 лей по уходу за ребенком, 400 лей в месяц. Вы знаете, что сейчас в селах в основном женщины негде работать. В основном они не работают, если только какие-то случайные заработки. Экономических агентов нету, сельское хозяйство мы знаем на каком уровне. На 400 лей можно воспитать и вырастить ребенка. Здесь не только эти вопросы, здесь есть вопросы здравоохранения. Здесь есть очень много вопросов. Это оптимизация школ. Вот сегодня я столкнулась с таким вопросом. Дети, которые сейчас вынуждены в других селах ездить в школу. И это мать, не каждая мать. Вот одна женщина с Новотроицка, Новоненского района, 3 детей имеет, которые ходят. Один в 3 классе, там, в 6 и в 9 классе.
Она не имеет откуда дать им. Этот ребенок практически целый день находится не дома, потому что один кончает в 12 часов, другой в 2 часа, и она не имеет 5 лет дать этому ребенку на кусок, там, на какое-то пирожное или что. Что думает наше руководство страны? Я хочу сказать, что все наши требования, мы подняли вопрос и по пенсии, и по санаторное лечение, но ни на одном вопросе мы не получили положительный ответ. Нету денег. А для того, чтобы у нас в стране ежегодно 30-34 тысячи рождается детей, не так много. Нужно только 100 миллионов дополнительно в бюджете страны, чтобы дать 5 тысяч на рождение ребенка. Я не хочу сегодня, потому что мы все смотрим телевизор, все люди сейчас все это знают, все это видят, сколько получают наши прокуроры, сколько получают индемнизации, сколько получают, когда уходят в отпуск. Это на все. А вот на это, на детей, на наше будущее нету. Если, я вам хочу вот что сказать, если в дальнейшем так пойдет и не будет программа, которая будет направлена на материнство, на защиту матери, на защиту детей, это нет будущего у этой страны. Будущее, потому что сегодня всех обвиняют. Один саларят или один работающий, кормит одного пенсионера. Ну, я надеюсь, что не так печально наше будущее. Госпожа Селина, скажите, пожалуйста, в каком из секторов сегодня больше всего работают женщины? Вы знаете, если вот Дарья Максимовна говорила о женщинах на селе, их более 24%. А если брать, что здравоохранение, образование, социальная сфера 29,9%, торговля, рестораны, гостиница 22,5%, то представляете, 76% женщин работает на работах, где заработная плата крайне низкая. Я не могу согласиться с мнением некоторых мужчин, которые очень боятся, что наши женщины больны феминизмом. Нет, нет феминизма. Просто наши женщины очень хотят играть свою роль в обществе в создаваемых для этого условиях. Вы посмотрите, если вот эти цифры, что я назвала, ведь это говорит и то, что мы уже говорили, что более 26% на неквалифицированных работах. Вы что думаете, от хорошей жизни идут женщины на эту работу? От хорошей жизни она оставила ребенка и идет на работу, потому что, правильно Дарья говорит, очень низкие пособия по материнству. И при рождении, и по уходу. И, конечно, женщина не чурается никакой работы. Именно поэтому она идет и на неквалифицированный труд. Именно поэтому она согласна работать без оформления индивидуального трудового договора, зная, что потом она будет ущемлена. То ли заболеет, больничный не получит, в отпуск не может идти, отпускные получить. Пенсия будет меньше, но она идет, потому что она заботится о семье. То есть... Я уже называла цифру. До 50% женщин страны работают на неформальных рабочих местах. То есть проблем в республике много, но в кризисное время все равно острее чувствует эта женщина. Я так считаю, острее. Не потому, что они хотят отодвинуть мужчин. Когда мы говорим 50 на 50, мы имеем в виду, что и мужчины позаботятся о том, чтобы у них была достойная заработная плата, и у женщин, чтобы часть бытовых социальных вопросов они взвалили на себя и освободили бы женщину. Но в общем, самое главное сегодня вопрос остается один. Она идет на любую работу. 11% женщин работает в неблагоприятных условиях, даже на горячих процессах. Каждая вторая женщина в Кишиневе, которая обратилась с жалобой на нарушение ее трудовых прав, это женщина.
то ли ей вовремя зарплату не платят, не в полном объеме ее платят, не удовлетворительный режим труда и отдыха, вредные условия труда. Может быть, потому что у женщины есть большая расположенность к тому, чтобы пойти и написать это заявление. Мужчина все-таки больше это как-то закрывает на это глаза. Нет, я считаю, что главная причина, действительно, вы задали вопрос о дискриминации. Вы знаете о том, что неоднократно к нам обращались молодые женщины, образованные, с высшим образованием, идет на работу, устраиваться, объявление есть. А вы объявление читали? Требуется и обязательно возраст ограничен 25-30 лет. А куда остальным? Вы знаете, что в ряде стран есть специальная программа трудоустройства женщин после 45 лет. А попробуй у нас женщина в 45-50 лет устроить. Это, и вот она, когда сложно. девушка приходит, у меня были на приеме такие, ее работодатель сразу спрашивает: ты замужем? Нет. А у тебя есть парень? Уже на будущее. Вдруг она выйдет замуж и родит ребенка. Ему это не надо. Он с легкостью говорит женщинам, имеющим ребенка: ты вот сидела по уходу за ребенком, ты потеряла квалификацию, ты мне не нужна. То есть нужны регулирующие моменты, и они реально есть. Мы не то, что там просто критикуем, мы ощущаем эти проблемы и очень бы хотели, чтобы они нашли свое разрешение. И мы вовсе не имеем в виду, что рвутся все женщины в парламент или в правительство. Спасибо, госпожа Нет, они Сильна, чувствуют лучше эти проблемы. Да, спасибо за ваше мнение. Ну, для того, чтобы, наверное, немножко, господин Филипп, направить нашу беседу в мирное и приятное русло, все-таки нас смотрит очень много телезрительниц, и для нас, может, вы что-нибудь зачтете из своих стихотворений, которые посвящены прекрасной половине нашей... Да, я думаю, все воспринимают мирно все эти полемики, поскольку даже это не полемики, это проблемы, которые нам всем известны, но синдикаты и правительство должны разработать программу, причем это комплексно очень связано. Если вы учтете, что из деревнях весь потенциал творческий и научный республики. Если наши деревни, то есть и женщины, и дети здоровы, у нас будет будущее. Будет и писатели, и художники, и научные сотрудники, потому что оттуда все идет. Я был на родине Николая Шулака в Садыке. Провели там дорогу, очень современную и очень хорошую, завезли книги. Мне говорит замдиректор гимназии, очень радостный, очень. Вы знаете, какая у нас радость, какая у вас? У нас 16 беременных женщин в селе, в том числе моя жена. То есть он с перспективой учитывает, если будет в детсад, будут ребятишки, и будет в первый класс. То есть вот такая болезнь, такая очень волнующая проблема. То, что женщины в деревнях дискриминированы, это так называется, но они очень долгие времена таким было. Воспринимать ее иначе, это было бы европейский подход. То, что говорил я насчет феминизма, насчет мягкости, это никому не мешает. Но нам это еще не грозит. Это в Америке выглядит чересчур. Если тебя замечают, что ты чуть-чуть очень торжествующе смотришь в сторону женщин, они могут тебя задеть в суд. Да. То есть до того нехорошо посмотреть на женщину вот таким взглядом. Так что пока можно прочесть стихи и не побояться судей. Да, вы с радостью. Я когда пришла, сразу поняла, что есть кого послушать. Все отсюда исходит. Все от любви, поскольку и дети, и вот эти отношения, которые держат вокруг себя все. Уберем вот это ядро, которое любовь называется, и женщина, и все разрушится. Да. Я был в самолете. Это 9000 метров, да, высота. Вот какое четверостишее. Tot felul de aripi.
la 9000 de metri înălțime, sfâșietor mi dor să fiu cu tine. Și nu că nu ar mai fi și alte rime, dar dorul meu de tine în cer mă ține. Și nu mai știu la care înălțime. Și o poezie de dragoste care e vorba numai de doi. A любви только для них, только la... То есть это и не колхоз, и не европейские сборища. Это когда происходит, это прекрасно. Это предполагает ее и его. Floare rară, mult prea rară, nici nu știi când o să apară, ori spre ziua, ori spre seară, ori spre iarnă, ori spre vară, că din cer e cea mai rară. Mi se pare că răsare luminos umbra de floare când pe toată lumea e soare, dar e trist că ni se pare, dar e trist că nu e floare. Norocoși mai sunteți voi din toată lumea doi, că privirile visnoi și nu ne vedeți pe noi, cei fără de flori și goi. Спасибо. Прекрасные слова для женщин. Вот такой вот экспрессивный диалог состоялся у нас в студии. Ольга, времени до конца передачи осталось совсем немного. Передаем вам слово для заключительных слов. Наталья, конечно, очень интересная тема, и хотелось бы продлить ее дольше. К сожалению, время ограничено, поэтому у меня буквально по одному вопросу к моим гостям еще. Скажите, пожалуйста, Наталья, что для вас представляет собой образ идеальной женщины, идеальной современной женщины? Краткий портрет. Ну, наверное, идеальная женщина – это та, которую мы наблюдаем, встречая на улице. Женщина прохожая, которая умудряется в себе гармонично сочетать и роль замечательной матери, и хозяюшки, и в то же время быть успешной в творчестве, быть успешной в карьере. Женщина, которая имея внутренний стержень, умудряется оставаться мягкой, нежной, доброй и прекрасной. Может быть, вы раскроете маленький секрет вашего семейного уюта? В чем секрет? Семейный уют заключается прежде всего в тех людях, которые меня окружают, и мне посчастливилось, благодаря судьбе, они есть в моей жизни. И, наверное, то душевное тепло, которое мы дарим друг другу, это и есть семейный уют. Ольга, не считаете ли вы, бытует такое мнение, что женоподобные мужчины стали причиной мужественности женщин, которая неизменно привела к такому явлению, как эмансипация? Вы считаете себя эмансипированной женщиной? Просто я считаю себя, наверное, состоявшейся сильной женщиной, в первую очередь, потому что сама себя сделала я сама. Ну, конечно, то явление, когда женоподобные мужчины появляются, у меня, например, к таким людям очень негативное отношение, потому что мужчина должен быть мужчиной, он должен быть сильным, он должен быть защитником действительно своей семьи, своего края, своей родины. И эмансипация, да, наверное, частично она поэтому и возникла, но думаю, еще не поэтому, потому что если женщина яркая личность, то она, конечно, ищет любые способы самовыражения просто-напросто. Поэтому... В этом суть эмансипации. Сегодня прозвучало немало нарицаний в сторону мужчин, что есть дискриминация, и больше их и в эшелонах власти. Но все-таки, наверное, есть большое счастье родиться женщиной. Для вас что? В чем заключается это счастье? Счастье быть женщиной? Ну, счастье, естественно, у меня в семейной жизни все нормально. То есть я мама, у меня прекрасная семья абсолютно. Дочь прекрасная. Поэтому я успела реализоваться и в карьере, и в семье, и в творчестве. Поэтому жизнь в этом удалась, счастье. Конечно. А что бы вы могли посоветовать, и Ольга, и Наталья, что бы вы могли посоветовать молодым девушкам, которым только предстоит освоить это искусство, стать женщиной? Ну, я думаю, самое главное – это не терять индивидуальность в первую очередь, потому что женщина должна оставаться сама собой.
Пусть она будет, то она даже в селе живет, пусть она занимается, кто-то любит землю, кто-то любит город, кто-то что-то любит, просто оставаться самим собой и быть индивидуальным, потому что женщин очень много, большая часть, и каждая она по-своему прекрасна. И таким образом она находит свое место в современном Конечно, мире. конечно, везде своя ниша. Наталья, вы что добавите? Я хочу добавить, наблюдается часто, что нашим девочкам не хватает уверенности в себе. И зачастую вот из-за этого они не делают тот шаг вперед, который стоило бы сделать. И вот хотелось бы пожелать нашему подрастающему поколению, прекрасным девушкам, быть более уверенными в себе и знать, что они индивидуальны, и всегда есть возможность стремиться к успеху. И в преддверии праздника 8 марта хочется пожелать всем женщинам быть счастливыми, встречать улыбки, в ответ дарить их чаще и наслаждаться любовью, вниманием, которые дарят нам мужчины. И огромное спасибо Юлиану Филиппу за прекрасное стихотворение о любви. Я хочу сказать, что Зигмунд Фрейд говорил великим вопросом, на который не было дано ответа и на который я все еще не могу ответить, несмотря на мое 30-летнее исследование женской души, является вопрос, чего хочет женщина. А Вольтер считал, что все рассуждения мужчин не стоят одного чувства женщины. Милые соотечественницы, дорогие женщины, я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. Желаю вам мира в душе, желаю гармонии, желаю вам любви. Поздравляю вас, дорогие гости. Поздравляю гости Центральной студии. Особое поздравление вам, Наталья, с праздником вас. ТВ за участие в нашей сегодняшней передаче. Вас в праздниках ваших гостей. Уважаемые гости, времени для конца передачи осталось совсем немного. Давайте подведем краткое заключительное слово. Госпожа Бастан. Я хочу обратиться к женщинам села и ко всех женщинам республики. Будьте более уверены, будьте более солидарны, будьте более сплоченны и требуйте от властей, от ваших руководителей, от всех, чтобы они вернулись лицом к вам и улучшили ваши социально-экономические вопросы, решили экономические вопросы. Спасибо большое. Госпожа Селина. Приятно, конечно, поздравить женщин с предстоящим Международным женским днем. Хочу сказать, что и обратиться к нашим мужчинам словами английского писателя Джона Рескина, который сказал, что ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был очищен любовью женщины, подкреплен ее мужеством и руководим ее скромной рассудительностью. И я думаю, что не случайно мы говорим, что именно взаимопонимание, взаимоподдержка, не надо делить ничего. Нашей женщине дайте работу, дайте достойную заработную плату, и она покажет и красоту, которой она не обделена, и рассудительностью, и полезностью для этого общества. Дорогие женщины, будьте всегда прекрасны, будьте всегда внимательны к другим, и это внимание вернется к вам. Пусть ваши дети вас радуют, пусть они будут счастливыми, и мир будет прекраснее. Спасибо. Господин Филипп. Женщины запутали все. И то, что происходит с этим календарем, и 14 февраля, когда вот и Валентин день, и Драгобетти, потом 1 марта, потом 8, и это очень прекрасно, когда и там женщина, и там женщина, и там, и в остальные дни тоже. Поэтому не ожидайте что-нибудь особенного 8, каждый день принимайте и понимайте, замечайте, что все вокруг вас вертится. Не только дети, не только ваш мужчина, чтобы он был здоров, и глазами тоже. Все от вас зависит.
надо, чтобы вас услышали, поэтому вы четче свои проблемы говорили не только на 8 марта, не только в выборные вот эти кампании, но вот все эти 4 года, до и после. Спасибо большое за такие прекрасные слова. У нас сегодня в гостях были Дарья Бастан, председатель Женского совета Федерации Агринсинт, Анна Селина, почетный председатель консилиума женщин Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, и Юлиан Филипп, поэт и художник. Сегодня работающая женщина не пренебрегает женственностью и не теряет сексуальной привлекательности. Женщинам говорят очень часто, насколько очаровательна их внешность, как глубокие глаза. Но я сегодня хочу отметить, насколько искренняя, прекрасная и сильная душа у этих женщин. Именно она изнутри освещает, делает внешность просто ослепительной. И пусть так будет всегда. С вами была Наталья Нейковчина. До скорых встреч!